Достопримечательностями Москвы традиционно можно считать Большой театр, Кремль или Третьяковскую галерею. Но нашего с вами внимания также заслуживает и жемчужина архитектуры, спрятанная под землей. Да-да, речь о московской подземке. И сегодня специально для вас мы проведем небольшую экскурсию и покажем самые красивые и эффектные станции метро. И узнаем, как Ленские столбы связаны с городской подземкой. Очень много старых красивых станций. Например? Ну, все станции, которые по центру. Взять, например, даже Пушкинскую. Да, действительно. Очень много интересного можно увидеть на выставочной станции и вообще. Наш путь будет пролегать по центральным станциям. Мы посетим Калужско-Рижскую линию, покатаемся по Замоскворецкой и заглянем на Кольцевую. Сейчас, чтобы проехать в метро, помимо билета необходимо также надеть защитную маску и перчатки. Это обязательные правила. В городе проживает 13 миллионов жителей, насчитывается 125 районов. Москва восторгает своими габаритами и возможностью своих территорий. И, конечно, разные концы города и всех людей делает ближе и объединяет подземка. По последним данным, ежедневно московским метрополитеном пользуются более 9 миллионов пассажиров. Город объединяют почти 700 километров железной паутины. Поезда курсируют с разницей в 90 секунд. Это очень быстро. В Москве ценят время. Я вот сейчас из автобуса вышла и пошла в метро, чтобы в пробке не стоять. Никаких задержек. Вообще поезда вовремя. Раз, все четко работает. Потому что быстро доедешь и удобно, дешево. Всего же столичная подземка насчитывает 15 линий метрополитена. Это целых 276 станций. Различаются они по названиям и по цветам. Например, прямо сейчас мы находимся на станции метро «Красные ворота». Это Сокольническая линия, и на карте станция обозначена красным цветом. Станция «Красные ворота» получила свое название в честь утраченного памятника архитектуры, памятника русского зодчества «Красных ворот». В название свое они получили «красные». Не потому, что они были красного цвета, хотя они действительно были красного цвета, а потому, что красивые. В 1927 году эти ворота были снесены. Красные ворота были достаточно значимым городским объектом, и их символический образ сегодня запечатлен в наземном вестибюле станции «Красные ворота». Это такая, помните, арка большая. Метро в Москве запустили в 1935 году 15 мая. Именно Сокольническая линия и положила начало всему столичному метрополитену. 85 лет назад линия именовалась Кировско-Фрунзенской. Ее общая протяженность составляла всего 11 километров. Насчитывалось 13 станций. Метрополитен – это не только скорость и комфорт. Недаром станции метро часто называют подземными дворцами. Разве не дворец станция Маяковская? Мрамор и алюминий, строгие линии, ничего лишнего. Маяковская и сейчас создает впечатление величия и монументальности. Ее от других станций отличает сочетание легкости и простора. Для жителей и гостей Москвы она распахнула свои двери в сентябре 1938 года. Свое яркое название станция получила в честь поэта Владимира Маяковского. Темная ночь, только пули свистят по степи. Только ветер гудит провода. Великая Отечественная война оставила свой отпечаток. В те страшные годы станцию использовали как бомбоубежище. А к началу оборонительного периода Москвы и контрнаступления Маяковская и вовсе использовалась в качестве военного штаба Советского комитета обороны. Девушка, скажите, здесь действительно так безопасно? Да, конечно. У нас станция глубокого заложения. Самолеты, дирижабли, парашютисты, знамена буквально застыли в мозаичных панно станции. Чтобы увидеть эту часть истории, нужно обратить свой взор на потолок. Каждая станция как кусочек истории, практически подземный музей. И здесь, например, на станции метро Новослободская об ушедшей эпохе в Советском Союзе напоминают вот такие символы, навсегда запечатленные в дизайне станции. Станция открыта 30 ноября 1952 года. Имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Торжественно строгий, даже немного суровый облик станции с пилонами и тяжелыми сводами прекрасно дополняют искусные арочные витражи, буквально уводят пассажиров в сказочный мир.
Ну и, конечно, самым главным элементом оформления станции метро Новослободская являются вот такие витражи. Всего их на станции насчитывается 32. Расположены они как в центральной части зала, так и около платформ. И отличаются они не просто ярким цветом, но и изображениями. Здесь мы видим и фантастические цветы, и ярких птиц. Витражи созданы латвийскими мастерами. Над каждой застекленной поверхностью расположен медальон. Кстати, 6 из них посвящены советскому человеку труда. Я Новослободскую люблю, мне нравится. Там витражи красивые. Есть на что полюбоваться. Куча туристов всегда, куча народу в будни. Сегодня московское метро считается самым крупным в Европе по пассажиропотоку и одним из самых протяженных метрополитенов в мире. Своих пассажиров транспортная артерия города радует и билетными решениями. Например, тематическими проездными картами «Тройка». В этом месяце как раз вышла новая с изображением национального парка «Ленские столбы». Приобрести заповедную карту с изображением ленских столбов можно в специальных автоматах, расположенных у центральных касс московского метрополитена. Стоит такая карта 50 рублей. И следует отметить, что вышла такая карта ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров. И срок годности стандартный, он составляет 5 лет. Карты с ленскими столбами можно приобрести на проспекте Мира, Белорусской, площади Революции и в ряде других центральных станций. Многие жители Москвы уже стали обладателями лимитированных карт. Среди них также есть и якутяне. 10 тысяч экземпляров для Москвы – это очень мало. Я так посчитала, если разделить на все станции метро и распределить по кассам, то это на одну кассу 30 штук всего. Я отчасти почувствовала себя коллекционером, и мне очень приятно, что у меня есть такая карта. Она как будто бы напоминание мне о Якутии. Проект начали разрабатывать в Минприроды совместно с Мосметро еще в прошлом году. Размещение информации об уникальных заповедных территориях страны на «Тройке» должно привлечь турпоток в регионы, уверены организаторы. На карте размещен QR-код, который предполагает переход на ресурс, где будет размещена как раз-таки информация о ленских столбах и, в общем-то, о всех заповедных территориях, по которым можно погулять и посмотреть. Ну, соответственно, опять же, сделать определенный выбор с точки зрения настройки своего маршрута и путешествия по России и заповедным местам. Метро в жизни города и его жителей, конечно, играет огромную роль. Не просто средство передвижения, а место встреч. Часто станции столичной подземки становились и съемочными площадками. Вот, например, метро Фрунзенская украсила киноленту «Москва в нотах», «Воробьевы горы» – фильм «Подсолнухи», а «Охотный ряд» стал местом встречи Людмилы и перспективного спортсмена Гурина в культовой кинокартине «Москва слезам не верит». А что вы читаете? Книжку. Интересно? Очень. Известный фильм хрущевской оттепели «Я шагаю по Москве». На фоне станция метро «Университет». А я иду, шагаю по Москве, но в жизни я пройти смогу. Молодой человек! Ты чё кричишь? Я пою. Съемки якутских фильмов еще не проходили в столичной подземке, но о нашем кинематографе уже говорят в московском метро. В столичном транспорте запустили ролик о Сахавуде. Теперь каждый пассажир сможет узнать о том, как зарождалась индустрия кино в республике и какие картины пользуются наибольшим успехом. Ролик о снятых на якутском языке фильмах будут крутить на экранах метро 2 недели. Якутского кино действительно развивается огромными темпами и может зрителю представлять по-настоящему качественные фильмы с глубоким художественным смыслом, содержанием. И такое кино действительно и нужно, и хочется доносить до зрителя. Чем больше я смотрю, тем больше у меня ощущение, что на самом деле это целая вселенная. И обычно всегда, когда ты смотришь якутское кино, тебе немного подыгрывает вот это очень красивое, суровое пространство, это музыка. Запрос в мире на эту эстетику, на эту самобытность совершенно точно есть. А это уже говорит о какой-то такой самодостаточности и о том, что таких фильмов будет становиться только больше. А вот о вечной мерзлоте, мамонтах и якутской зиме многие пассажиры метро уже знают. Все благодаря Дальневосточному экспрессу. Специально оформленный поезд с информацией о регионах России курсировал сначала в 2017 году, а затем и в 2019. У меня есть несколько знакомых из Якутска. Рассказывали, что это очень интересное, вообще совершенно не похожее на Москву место, и что там дома стоят на сваях, и что там вечная мерзлота и безумно суровые зимы. Мне
очень нравится поезд, он яркий, тут много разной полезной информации. И я очень удивилась, когда узнала, что у якутского Деда Мороза вот такой большой головной убор с национальными узорами. Это очень необычно. Я вообще не знала, что в Якутии есть свой Дед Мороз. А тут вот такое небольшое открытие. И вообще мне очень нравится регион Якутия. Я очень хочу туда поехать. Удивительно, но именно там, где спешка и суета, где звук рельсов перекликается с биением сердца, можно провести время с пользой. Не просто доехать из пункта А в пункт Б, но и узнать много нового о Якутии. Москва еще больше и захватывающей, чем кажется, а метро с подземными магистралями и тоннелями еще глубже и интересней. Красная площадь, Третьяковская галерея. Метро, конечно, тоже достопримечательность города. Красивая, организованная, удобная. Ну разве не достопримечательность? Конечно, да. Айсена Бурнашова, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.